Секунду. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня аят Машвоир. Сегодня у нас 128-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 31 мая 2025 года, 19 часов 4 минуты по центральноевропейскому времени, 20 часов 4 минуты, уже 5 минут по городу Джохару. Сегодняшний наш стрим о встрече, название «О встрече 2 июня 2025 года делегации Украины и России в Стамбуле». Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм и на YouTube-канале и в TikTok-канале. Друзья, я всех приветствую, а я сразу тебе передаю слово. Добрый вечер, дорогие друзья. То, что мы сейчас говорим на русском языке в субботу, значит, на русском языке продолжим. Мы поговорим о тех вещах, которые происходят сегодня в мире, связанной глобальной политикой, которая сегодня как бы стала, значит, языцей в устах у всех. Все переживают, что будет и как. Но, как мы знаем, Украина сегодня защищается, ее народ борется открыто, значит, напав на Украину. Российская империя продолжает утверждать, что она права. И в этом вопросе мы с вами на стороне Украины, конечно. И все прогрессивное человечество на стороне Украины. Я думаю, все народы на стороне Украины, потому что мы хорошо понимаем, о чем идет речь и кто здесь виноват. Мы, чеченцы, тем более это понимаем, потому что мы испытали вот это все с 91 года. 5 агрессий было против нашего государства, столько людей убитых, каждый третий, если четвертый человек убит в нашей стране, дети, женщины, старики. И вот такая вот ситуация сегодня складывается после того, как они напали на Чеченскую республику. И тогда правительство и государство остального мира под предлогом того, что мы находимся в международном правовом поле, должны были защищать интересы тех, на кого напали. Однако этой помощи мы тогда еще не получили. Мы не получили этой помощи, и столько людей потеряли, разрушили наши города и села. И даже сегодня мы, когда там отстроили какие-то там улицы, какие-то парки, что-то сделали, чтобы скрыть то, что творила сама империя, это все равно останется в памяти как черная страница со стороны этой империи действия. Они потом напали на другие страны, Грузия, Украина. Украина это продолжается. И это продолжение, которое идет сегодня, каким-то образом отражается, значит, то, что было, отражается сегодня в Украине полностью. Ничего не стесняясь, Российская империя продолжает войну, убивает мирных граждан Украины каждый день, каждую ночь. Их ракеты, их дроны стреляют по ним. Кроме этого, Россия, независимо от того, что согласно уставу он не имеет права, значит, нападать на чужие государства, к этому еще привлекла другие страны. Это Иран, это Северная Корея. И, естественно, получается, что этому содействует и еще и Китай. Ну, в этой ситуации, когда вот эти имперские державы начинают вообще поднимать голову и считать, что могут делать все, что хотят, просто с человеком, то есть их идея в том, что они могут понудить любого человека, заставить его сделать его рабом. А в демократических странах, в принципе, должно быть так, что это свобода личности, это, значит, народ избирает свои государства, своих правителей,
такая система, как мы с вами знаем. Есть две системы. Одна система – это диктаторский режим, и другая система – это вот эти демократические государства. И вот здесь вот столкновение, это, которое мы с вами сейчас наблюдаем, оно вот такую пиковую ситуацию сегодня можно рассматривать. С тех пор, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пришел к власти, у нас появилось какое-то сомнение, что Украине придется еще больше и больше и дольше защищаться, и что даже пришло мысль того, что необходимо как-то объединяться, хотя и раньше это было, объединяться всем странам Европы. Европейские страны тоже сегодня объединяются против этой империи, и то, что Трамп и его команда сегодня ведут какую-то там игру непонятную, скажем, для того, чтобы понудить имперца отойти от чужих территорий, что прописано в рамках Устава ООН международного права, это вызывает большое сожаление. В то же время говорится, что они, допустим, имперская, значит, страна, Путин и его команда, которая находится во главе, они утверждают, что они правы, что они, мол, не соблюли все правила. В 1997 году там все, значит, НАТО расширилось вплоть до границ России и все такое. В то же время Россия, эта новая Россия, забывает, что она пытается закрыть глаза на то, что она говорила, что она будет демократическим государством, что она будет, значит, соблюдать права всех личностей, будет соблюдать, значит, всеобщую декларацию прав и все такое. Об этом речи нет. То, что вот происходит в их коридор, то, что они делают со своими народами, и то, что они еще недовольствуясь этим нападают на соседние государства, это говорит о том, что они не собираются слушать никого, прикрываясь тем, что они это хотят делать и будем делать, они, значит, ведут агрессивные войны, и в то же время вместе с теми странами, которые я назвал, они вместе все хотят вот переломить, как говорится, давлением на эти демократические страны, переломить ситуацию в свою пользу. Можно ли это допустить? Ну, с моей точки зрения, я думаю, со всех порядочных людей мира, конечно, нельзя допустить. В самой России может быть что-то произойти такое, чтобы они могли, значит, решить вопрос власти в России. Можно ли это решить вопрос внутри России? Опыт показывает, что не может. За все времена, которые были вот эта империя российская, и царская, и советская, и другие, ни разу народ не поднимался и не менял власть. Ни разу. Просто народ поднимался в тех или иных случаях, когда он считал, что там новые там руководители, которые себя, мол, уставляют, что они на ту или на эту сторону стоят. А чтобы сам народ так организовался в этой империи, этого, к сожалению, нету и не было. Раз этого нету, что же теперь ожидать, вот, допустим, нам, чеченской стороне, украинской стороне, другим государствам, которые образовались после развала Советского Союза по праву, значит, естественному праву и по праву, значит, международному. Что делать? Вот эта проблема стоит, и мы об этом говорим. Сегодня мы знаем с вами о том, что снова вот эти разговоры идут уже в который раз. Трамп пытается организовать переговоры между Россией и Кремлем. Кремль все время, значит, отнекивается под разными предлогами и в то же время одновременно, ведя войну, посылает ракеты и убивает людей. Точно так делали они нас, когда мы в Чеченской Республике, значит, вели переговоры с ним, они всегда организовывали какие-нибудь провокации, какие-нибудь выстрелы, какие-то, значит, теракты, а потом это все направляли и на чеченскую сторону. Чеченская Республика, так же, как и другие новые независимые штаты, вышла из состава СССР и вызывает большое сожаление, когда все другие политики в мире в основном,
или действующие политики всегда пытаются уменьшить роль чеченского народа, чеченского государства, которое было создано. Что же получается на самом деле, что если мы говорим, что есть международное право, и оно существует только для тех, кто, значит, силен экономически, скажем, по территориально или по другим вопросам, военным вопросам, то здесь приходится задуматься над тем, что же такое, почему вот такое происходит. Ведь если бы еще во времена атаки на нас 5 раз агрессии, остальной мир нам помог бы, тогда Кремль не был так силен, как сегодня, то, возможно, сегодня они не пришли бы и в Украину, они не стали угрожать и Западу, они не говорили о том, что они хотят дойти до Ла-Манша. Вот какая ситуация складывается. И вот если сейчас говорить о том, что происходит вот с тем, что вот в прошлый раз вот были переговоры в Стамбуле, теперь они говорят, что снова будем в Стамбуле. Вот те переговоры, которые они провели там, закончились тем, что Путин снова послал еще большее количество ракет, еще больше снарядов и убивает мирных людей открыто. Трампу уже нечего сказать, почти нечего сказать, и все его в этом упрекают. Говорят, что он где-то не может нас совладать с ними, говорит, что я за один день, мол, закончу всю эту войну, говорил, когда шел, скажем, в президента. А теперь ничего не получается. В чем же дело? И вот сейчас вот такой момент, наверное, это вот пиковая такая ситуация, когда Трамп уже, видимо, 2 числа, когда июня они встретятся, что они там будут решать, вот здесь вот идут разговоры, дебаты. Они идут в Америке, в Европе, и все мы тоже об этом знаем, в принципе. Они говорят, да, сейчас вот очень хорошо, что мой помощник там поехал, там встречался с Путиным, и все стало, значит, так хорошо. Вот этот его помощник Стив Виткон, он, значит, договорился, и теперь вся, мол, ситуация развернется. Скоро, я надеюсь, что это будет очень правильно. То есть восхищенные слова, на которые мы должны с вами тоже думать, что это так. Но так ли это? Мы увидим, так ли это или нет. Но если брать опыт прошлого, последних, вот я имею в виду месяцев с момента, значит, избрания президента в должности, как он вступил. И мы видим, что только одни слова. Слова, слова. Украинцы гибнут, надежда на справедливость, она как-то уходит. И есть только одна надежда на то, что, скажем, руководство Соединенных Штатов Америки в лице Трампа ведет речь о возможности, видно, нереальную политику провести. Получается, что невозможно сделать. И сейчас мы думаем, что то, что он говорит сейчас, совершенно маловероятно, потому что уже сколько раз предупреждал, скажем, Трамп Путина, сколько раз говорил, сколько раз заявлений делал, а тот и, как говорится, и носом не поведет. Еще время, значит, какие-то причины выставляет. Значит, мол, нужно решить основные причины, по причине которой началась война. А мы знаем с вами, что война началась только по одной причине. Потому что эта Российская Федерация России, созданная незаконно, подписанием федеративного договора 31 марта 1992 года, незаконно. Она, значит, начала проводить политику имперскую, она начала нападать на соседние страны, начала угнетать свои народы, имея колоссальные запасы природные, я имею в виду, имея колоссальные запасы и денег, все. Народ там проживает почти в нищете, ниже уровня. И ситуация очень тяжелая там, внутри. И в этой ситуации, в окружении Путина, они стали баснословно богаты, и эти богатые люди, значит, ведут политику такую, чтобы, значит, сохранить это богатство. А народ не состоит в таком положении, не может порой, значит, по разным
значит, закоулкам разных мусорных ящиков лазят. Мы видим с вами. Поэтому вот этот, запал, который сегодня, говорит, вот Трамп вот заявил на дня вчера, кажется, вчера, что я очень доволен, что вопрос будет решен, и что 2 числа, значит, вопрос обязательно решится, есть большая надежда, Витков там сказал то. То есть вот такие надежды выставляет, а на самом деле что происходит, что будет, мы не знаем. Но мы знаем другое, что Китай, которого у нас сколько там на 500% там санкции поднимали, потом разные, значит, другие моменты здесь вот они выставляли против Китая и другого почти со всего мира, даже и Европы. Это все как-то пало, как-то ушло, затихло, все стало меньше и меньше, вот эти вот разговоры проявлять стали. И Трамп от своих позиций отошел. И отойдя от него, конечно, остальной мир ему стал противодействовать. Китай, к примеру, как мы вот знаем, Китай вел международную там внешнеполитическую, значит, торговую, значит, свою работу торговую. И у них процент оплачиваемость этих всех товарных услуг и то, что они производят на внешний рынок, оно было только, они могли, значит, 25% использовать свою валюту, то есть юань. Теперь же Китай заявил, что они будут это делать не 25, а 40 и больше процентов. Представляете, это очень, вот это об этом заявляют многие вот комментаторы, многие люди говорят, я слушал, что это повышается, очень сильно повышается роль Китая на международной арене, и в то же время вся торговля, которая ведется со стороны Китая со внешним миром, в том числе и с Америкой, теперь будет совершенно другой иметь отношение и уровень другой. Так вот, мы говорим, если и Китай так себя поведет, если и, скажем, Индия себя несколько вот изменит, которая покупает у них нефть, что сделает теперь Трамп после того, как 2 числа июня ситуация, значит, снова окажется такой? Вот это мы ожидаем, это является, значит, таким вот последним, как бы, значит, предупреждением, как говорится, последним 555-м предупреждением Китая. Теперь как бы Трамп делает для остального, так сказать, мира, но в первую очередь как бы для России и Путина. Мы посмотрим, что это будет, но нам надо вот думать, мы когда говорим здесь и общаемся, говорим о том, что же мы, вот, скажем, чеченский народ и другие народы, которые находятся сегодня, значит, в такой ситуации под угрозой агрессии, я имею в виду среднеазиатские республики, все страны, так, я имею в виду закавказские, так сказать, называемые закавказские республики, так, я имею в виду, конечно, и Беларусь, и Молдова, эти республики, которые вышли из Советского Союза, при развале Советского Союза образовались. Что для них здесь может быть хорошего? Как нам быть? Что делать в этом вопросе? По великому сожалению, это зависит сегодня от, в принципе, по большому счету, это зависит от одного человека, пока что. Это от Дональда Трампа, от его поведения, от того, как отнесется к тем вот этим вопросам, которые должен решать Путин, и как он будет говорить о том, напал ли теперь, видит ли он, что Россия напала на Украину. Хотя раньше он говорил, что в развязанной войне не виновата, мол, Россия. Теперь он должен видеть, что на Украину напала Россия. Она нападала и на нашу страну, оккупировала нашу страну, она оккупировала и Грузию, она оккупировала часть Молдовы, она захватила тесные тиски Белоруссию, и эта работа ведется. Ну, я думаю, я на этом сейчас закончу, а там будут вопросы, ответы, и говорим дальше, Оксана. Вот об этом я хотел сказать.
Спасибо, Аят. Друзья, я всех приветствую, кто вновь вошел, и призываю в соответствии с названием, темой нашего сегодняшнего стрима задавать вопросы. Потом можно задавать и другие вопросы. Мы бы хотели бы обсудить, и сегодняшний наш стрим именно поэтому так и называется, о встрече 2 июня, то есть послезавтра, которая пройдет в Турции, в Стамбуле, между Украиной и Россией. Аят, как вы считаете, какой может быть результат от этого? В прошлый раз тоже так все анонсировалось, так громко говорилось. Конечно же, обмен произошел, но, по-моему, по 1000 человек, не знаю, обменяли точно или нет, но все-таки каких-то людей обменяли. Но на такой уровень поднимать тоже как будто, знаете, как получилось, Аят, как будто ну, хоть что-то нужно сделать, и как бы, ну, вот давайте обменяем военнопленных. Их можно было обменивать, не встречаясь на самом верху, вот на таком уровне. Как вы считаете, сейчас будет какой-то прорыв, результат, или опять будет говорильня, и на этом все закончится? Я думаю, я уже сказал, что думаю, что снова это обернется просто разговором, снова это обернется тем, что уже они заявляют, они должны были этот меморандум подготовить и передать Мгм. Америке и Киеву. Они не передали до сих пор. То есть они обещали, что они подготовят свои там предложения и передадут. Они ничего не передали, и это дело, мол, у них как бы, значит, секретное. Но там главное то, что они говорят, это то, что нужно решить вопрос причины начала. То есть они требуют, по большому счету, Россия требует, чтобы, значит, НАТО, которое было в 1997 году, находилось на каких там территориях и насколько она была близка к России, она продвинулась, мол, вперед, и вы должны, мол, отойти свои войска и все свои базы отвести на такое расстояние. Но это вопрос нереальный, нереальные требования, которые пытаются оправдать вот всю свою военную вот эту значит, преступную акцию против Украины, а потом развязать войну против остальных государств Мгм. европейских. Там, я имею в виду балтийских стран, я имею в виду Польшу и другие. Так что здесь отступать просто, значит, Путин не желает. Его спасение только в войне. Мирное сосуществование для Путина не является вопросом, значит, нахождения и продолжения во власти. Потому что ситуация в самой стране очень тяжелая у народа, так? Очень тяжелая она в отношении с теми странами, которые вышли из Советского Союза. И все видят, что все эти годы Путин все время вел войны, преступные войны, и весь мир почти объявил его преступником. Так что я думаю, что его делегация, которая прибудет 2 числа, снова теми же своими аргументами, снова вопрос придет ни к чему. И тогда мы посмотрим, что скажет Трамп, что скажет правительство, скажем, Америки по этому вопросу. Я так Мгм. думаю. Слава. Спасибо. А почему именно в Турции, Аят, как вы думаете? Почему они в Турции проводят уже который раз? Ну, здесь вопрос в том, что Турция стала одна из ведущих стран на Мгм. Ближнем Востоке, так скажем, да. Мгм. Она за счет того, что хотя и члены НАТО, и Америки, и другие совсем как бы ее не желали, потому что она хотела, значит, когда войти и в Европейский Союз, европейские страны тоже были, вот 50-60 лет ее постоянно дразнят, мол, ты, мол, мы тебя возьмем в Европейский Союз, и никак вот не позволяет. Это главная причина, потому что она мусульманская страна. Я имею в виду не государство религиозное, а то, что население там находится, проживает исламское. И это сводится к тому, что якобы, значит, если исламская страна, значит, это другая цивилизация, это все не то, и его нельзя принимать, и наши традиции, мол, будут размыты.
Но в то же время, если брать с политической, военной точки зрения, мы видим с вами, что вот Англия и Турция, они как-то, значит, сблизились, так? И военного отношения я имею в виду. Мы видим, что они в Турции уровень своего военного потенциала, который был очень низок в свое время, сегодня за счет своих так ресурсов, своих действий, они подняли этот уровень до 60% военных. Они делают свои самолеты, свои танки, свое оружие. И, в принципе, Турция стала одной из ведущих государств на Ближнем Востоке. Она может быть сильнее даже любой одной из стран, допустим, этих ведущих стран и Европы, в принципе. И здесь вот выход из Европейского Союза Англии в свое время, года 3-4 назад, так, и сближение с Турцией, это говорит о каком-то таком вот изменении, значит, парадигмы, что ситуация как-то в мире будет меняться. К этому надо относиться не так вот. Мы же все люди, и мы разные религии, может быть, используем, религии исповедуем. Но я думаю, что Турция является как бы, значит, посредником, хотя она член НАТО, одновременно она может иметь отношения и с Россией, и с Западом. И поэтому ей доверяет и руководство Украины в этом смысле, и они пытаются вот это, решить этот вопрос, они хотят, чтобы там были мирные, значит, решения вопроса в рамках международного права, как заявил президент Эрдоган. Я думаю, что вот по этой причине они выбирают Турцию, и там вот, и Россия также относительно встречается Путин, они ездят, помогают в какой-то степени, да, но в то же время Эрдоган заявляет, всегда заявляет о том, что необходимо соблюдать международное право. И это, я считаю, что правильно, его заявление правильно, если они будут, конечно, до конца в этом направлении тоже продвигаться. Вот по этой причине им удобнее всего в этом плане, вот, видимо, в Стамбуле встречаться. Я так думаю. Все чаще звучат голоса, что Украина не может победить, что уже фронт выдыхается, хотя таких мы не видим видеокадров от украинцев, но такие голоса раздаются и на Западе раздаются, и некоторые аналитики об этом говорят. Как вы считаете, Аят, сейчас, чтобы спасти часть хотя бы Украины, возможно, что будет заморозка, как говорит Трамп, тем более так много уже Трамп сказал и сделал в этом направлении, что он и так уже выглядит, ну, он полностью растерял весь свой авторитет практически, который он был перед вступлением в должность, как он приходил, как он заявлял, просто как будто об стену он разбил этот весь авторитет, который украинцы добились в этой войне. Как вы считаете, будет ли перемирие? Потому что у меня есть опасения, что если будет перемирие, они могут на Кавказе начать. Ну, перемирие будет или нет, вопрос в том, что перемирие должно быть, в принципе, должно быть перемирие, которое даст ход, импульс для вывода российских войск из Украины. Перемирие не означает, что закончится вот это противостояние, а будут уже рассматривать все эти вопросы на разных встречах, конференциях, меморандумах, которые будут принимать по всему миру о освобождении территории Украины агрессивными силами России и восстановлении там легитимной власти. Это же относится и к нашей республике, и к Грузии, это относится и, скажем, и другим вот Молдове и Белоруссии. Поэтому перемирие это не означает окончание этой войны и вывод полностью российских войск с территории Украины. Я так думаю. Аслан и другого там, значит, хода в принципе нет. Мгм.
Даже если будет перемирие, Россия не уведет оттуда войска, и все равно ей придется там Да, они концентрироваться. захотят там остаться, они захотят там быть. Когда мы там делали, значит, у нас были переговоры, подписали там документы, все, они все равно хотели оставить 2 бригады, и наши там на некоторые деятели, так сказать, политики, которые тогда носились туда-сюда, тоже поддерживали из наших людей. Тоже было такое. То есть это не означает, что это перемирие. Перемирие в пользу кого? Вот в чем дело. Перемирие – это промежуточная такая вот стадия. А уже дальше, значит, видно будет. Нужно же решать вопросы, не оставить их в взвешенном состоянии, не заморозить это в том моменте, как есть. Тем более, что Путин утверждает, что нужно основные причины, мол, причины начала войны убрать. А это Мгм. он имеет в виду вот то, что НАТО расширилось чуть ли вплоть до, скажем, границ России. А то, что он включает сюда, вбирает в себя и Иран, и Северную Корею, и другие страны, это Мгм. он считает законом. То есть у него такое обратное изображение того, что он делает правильно, а то, что делают остальные, защищается неправильно. Мгм. Так что здесь такая ситуация. Сегодня я услышал одну информацию от там украинских разных представителей, где они говорят, что на территории оккупированных Россией украинских земель а, уже начали строить 28 концлагерей. Как на всей нашей территории они построили эти концлагеря, сейчас строят 28 концлагерей. Может ли это быть связано с тем, Аят, что будет перемирие, Россия рассчитывает, что она останется один на один с Украиной, и после того, как будет остановлено это все, они будут а, добивать Украину. Это это у тебя? Я тоже думаю, где это. Да, это может у тебя в другом телефоне? Нет, в другом телефоне выключен. Нет, Шум есть сейчас? Смотри, я сейчас. Ты можешь у себя на телефоне выключить микрофон? Вот здесь справа есть такая шкала, и есть нарисованный микрофон. Это вторая сверху кнопка. Вистхана? Вистхана? Ты микрофон выключи. Это у тебя этот звук. Я просто хотел установить. Вот я. Ага. интересно. Мгм. Да. Наверное, Это да-да. а, вот я хотел у тебя спросить, как вы считаете, вот если они строят 28 концлагерей на территории оккупированных, ну так называемые у нас они фильтрационные назывались, но по факту это концлагеря русские. Да-да. Как вы считаете, вот для чего они строятся? Потому что я сейчас просто объясню свою мысль. Я считаю, что если будет перемирие, которое уже как бы спасти часть хотя бы Украины, европейцы и Запад ведет войска, и Россия может начать здесь, в Европе, террористическую войну под флагом ИГИЛ или там исламистов, это ее любимая тема. И после этого, когда весь мир переключится на борьбу с исламизмом, с терроризмом, Украина останется один на один. И уже тогда можно будет делать с ней что хотят. И для этого, вот, может быть, строятся вот эти концлагеря. Здесь нет никакого сомнения, что они строят именно для того, чтобы пытать там людей, тех, которые они взяли, для того, чтобы использовать это, значит, проводить политику, значит, а, русификации Украины, для того, чтобы сделать все, что они говорят, закрепиться там. То есть, когда они пытаются это, как ты говоришь, строить, то это только лишь для того, чтобы именно там закрепиться. То есть Путин не желает оттуда уходить и не будет уходить, что бы там сейчас не говорил Путину Трамп и его команда. Они не будут
этот вопрос воспринимать. Разговоры здесь не действуют. Здесь нужно действовать, как говорят все, и я в этом убежден, военным путем. Надо выталкивать эту армию, надо выталкивать вот со всех тех территорий, которые Россия незаконно захватила. И тогда только она придет, и потом эти народы, которые находятся в России, вот, допустим, я имею в виду национальные республики в России, так? За исключением, скажем, Чеченской республики, которая оккупирована. Остальные республики, они подписали этот так называемый федеральный договор. Не они, а их так называемые лидеры. И эти республики тоже фактически обманным путем подведены под эту империю. То есть они тоже имеют право на свою государственность, эти республики. И они могут выйти из этой империи при наличии, при поддержке остального мира, поднятии этого вопроса на международном уровне. Вот тогда, возможно, что-то произойдет. Хотя некоторые вот политики Украины и других стран этот разговор поднимают, что якобы они сами этот вопрос решат. Вряд ли они это решат, потому что мы не видим сегодня никаких, значит, признаков для этого, только одни разговоры. Поэтому думаю, что здесь необходимо подходить к этому, значит, комплексно. С одной стороны, и с политической точки зрения, и с другой стороны, и силовой вариант. И если это удастся, то Россия ничего может и не потерять, если она отойдет назад, сама Россия. А вот руководство России, которое сегодня возглавляет, скажем, Путин и его команда, они потеряют. И они будут от этого стараться максимально, значит, сделать все для того, чтобы не выйти оттуда. Вот что может быть на самом деле. И России позволять это делать нельзя. Нельзя позволить ей там строить эти концлагеря, как они строили у нас. И сколько людей наших там через эти концлагеря прошли, скольких они запытали, убили, уничтожили. Это же вообще страшно. Потом они этих всех людей растаскали по всем тюрьмам этой огромной России, и мы не знаем даже до 20 тысяч человек, которых они забрали, мы не знаем даже, где они находятся до сих пор. Вот прошло столько лет, мы не знаем, многие, наверное, уже умерли, они поубивали их всех там, наших людей. Так что может это произойти и в Украине. И дальше пускать вот Россию вот на такие вот ходы, разрешать ей, конечно же, нельзя. Путин должен отказаться от всего этого со своей командой и не строить какие-то иллюзии о том, что ему удастся, мол, захватить эти все страны. Нет, это ему не удастся. Если говорить о Украине, Украину он не возьмет. Она ему не по зубам, как говорится. Не возьмет он. Тем более она не по зубам ему, потому что Украина сейчас свою военную промышленность развивает, и ей помогает остальной мир. Я имею в виду, западные страны помогают. В то время как этого не было для чеченского народа, когда мы защищались. Нам этой помощи откуда не шла, напротив, против нас были настроены все, подвергнувшись, скажем, российской пропаганде против чеченского народа. А Украина сегодня находится в такой ситуации, когда вот в таких тяжелых моментах она видит, что остальной мир помогает ей и будет помогать. И почему? Сегодня уже ясно стало. Если Украина пойдет, то Россия пойдет и дальше. Она будет и Балтийские страны. Она же заявила о том, что она вплоть до Ла-Манша планирует зайти. Здесь вот такая ситуация, Слава. Мгм. Ясно. А если Запад перестанет помогать, например, основными сейчас донорами становятся Германия, Франция, и если так получится, уже я вижу, что Россия пытается в этом направлении работать, очень активно переключить все, включить которого сейчас, как мы видим, не наблюдается никакого исламского терроризма, исламизма и всего того, а просто потом раз, и как это было в Сирии, будет включен, соберутся всего мира, разных там этих, и проведут несколько таких громких, масштабных террористических актов, и после этого
переключатся на помощь, на борьбу с терроризмом, и Украина останется один на один. А этот вариант вы исключаете или возможен он? Ну, это, конечно, желает Россия сделать. Она это проводила, эти акции у нас. Она проводит это и сейчас в Украине, если даже не под исламским, скажем, знаменем, так, утверждает, что вот ислам, а на самом деле они под другими, значит, те же методы используют и против украинцев. Она их называет бандеровцами, она их называет там, бандитами, еще что угодно, фашистами. Но это так вот, соответственно, та же методика. И я не думаю, что Запад перестанет помогать Украине, не думаю, потому что Запад сам заинтересован в этом. Он же испытал на себе вот, Вторую мировую войну, Первую мировую войну, и они знают, что это такое. Запад это знает. И поэтому им проще сейчас этот вопрос решить на территории Украины, а не то, что потом, закрепившись, усилив свои позиции вместе там с Китаем, Северной Кореей, Ираном, чтобы они потом пошли войной и на всю оставшуюся Европу. Они это понимают. Я так думаю, что это не случится. Конечно, нет. И украинский народ, что бы они там говорили, украинский народ не поддастся этому. Он уже понял, с чем он имеет дело, с кем он имеет дело. Украинский народ не проиграет, в этом я уверен. Но какие вот будут жертвы, это вопрос другой. Они могут быть меньше или больше. Это вопрос времени. Мгм. Я продолжу свой вопрос, и вы то, что она не переключится, понимая, что угроза, там все такое со стороны России, это я полностью с вами согласен. Ну, например, если, например, у нас на Кавказе происходят какие-нибудь террористические какие действия, исламисты голову поднимают, здесь в Европе поднимают там и так далее, и так далее, и фактически Россия начинает оказывать поддержку. И тут, как мы знаем, демократия в Европе, в частности в Германии, например. И если провести несколько террористических актов и привести каких-нибудь правых там националистов к власти, то курс может легко поменяться. Разве не так? Ну, мы можем здесь рассуждать таким образом. И так, может быть, и так. То есть это теоретически это можно предполагать. А что будет, в чем сегодня заинтересован, скажем, Запад, и в чем заинтересован украинский народ и другие народы, которые сегодня находятся, скажем, вокруг, я имею в виду те страны, которые вышли из Советского Союза. Все эти Мгм. народы против Российской империи. Все. Нет ни одного народа, который бы поддерживал сегодня. Другое дело, что во власти этих стран новых, которые я говорю, там Мгм. могут сидеть марионетки, могут сидеть марионетки. Это вопрос другой. Но в целом они сидят на горячем котле, который может взорваться. Я имею в виду внутри этих стран, если так будет продолжаться. Ясно. Спасибо. Будем надеяться, будем наблюдать, будем надеяться, что планы у России будут не реализованы. Друзья, я напоминаю вам, с нами Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственный легитимный орган власти чеченского народа и ближайший соратник Джохара Дудаева, человек, который стоял у истоков нашего государства и возглавлял парламент, и очень, очень информированный и, как его называют наши подписчики, легенда человек. Задавайте вопросы на сегодняшнюю тему. В принципе, можете задавать любые. У нас, еще раз напоминаю, на официальной странице Президиума правительства вы можете непосредственно сами принять участие в нашем сегодняшнем стриме. Вы можете задавать вопросы, в том числе, конечно же, что касается Чеченской Республики Ичкерия. Я тогда вот, пока тут вопросов еще не вижу,
Я бы хотел вас спросить по поводу вот ситуации, которая разворачивается на Кавказе. Например, в Дагестане, как мы знаем, а, снесли мечеть. Это тоже вот признак того, что Россия пытается вот представить исламский фактор, религиозный фактор, как она это любит делать. Там много-много живет чеченцев, которые не могут уже поколениями попасть в свои дома, им не возвращают. И тут из-за этой мечети на такой уровень подняли. Да, мечеть важное здание, все такое, но все-таки это не жизнь человека, там людей убивают, они об этом не говорят. И сейчас начали вот на религиозную почву все это толкать. И такое впечатление складывается, они давно к этому идут, в том числе, на мой взгляд, убийство Сайтиева, буэйсера, олимпийского чемпиона, который был оттуда же родом, из Аухского района. Вот эта ситуация, как вы считаете, она будет дальше эскалироваться? И для чего они это делают? Ну, это обычная практика, которая, значит, для империи не ново. Они стравливают народы, они стравливают регионы с русским народом, и русским народ тоже, значит, как бы обозлился и считает, что виноват во всем Кавказ. Помнишь, были лозунги «Хватит кормить Кавказ», Мгм. или там другие какие-то лозунги. Всегда они принимают какие-то решения. В Москве там хотели построить мечеть, и там какие-то эти националисты вышли и пытались, значит, протестовать. Они даже протестовали, кричали, лозунги вытащили, что мы не позволим, Москва для москвичей, для русских. В то же время сами лезут во все другие регионы. Возьмите все дальневосточные районы, возьмите все вот эти все газодобывающие территории. Это все не русское, это же ничего не является русским. Возьмите ту политику, которую они проводят для того, чтобы, значит, себя как руководство оставить во главе и сидеть там все время, а народ такой нищенство. Вот это та политика, которая желает постоянно проводить империя. Империя в новых условиях, она будет стараться, конечно, более изощренно это все проводить. И то, что в Дагестане происходит, это не ново, это как бы связано, понимаете, с Украиной. Потому что они раздают земли тем, кто в Украине воевал против Украины. И вот там этот возникает вопрос, это именно чеченские земли, они считают это своими землями, а это раздают, значит, дагестанцам или ну, каким-то национальностям, кто там бы воевал там из Дагестана. Да. Они дойдут, эти протестуют, они тогда, значит, организовывают вот это уничтожение, так разбивают мечеть исламскую, которая религиозная ислам, хотя они сами тоже религиозники. Вот представь себе, как могут мусульмане так вот взять, взорвать или развалить мечеть, которая там 100 или 200 лет, которая является... Здесь дело в том, что историческая память о том, что жили здесь вот чеченцы, они считают, что именно поэтому, значит, эта мечеть снесена, именно поэтому они хотят, чтобы здесь не осталось и духа тех людей, которые здесь веками проживают. Мгм. Здесь вот такая. И вот это вот противоречие, которое возникает, а в Дагестане там, как мы знаем, Дагестан это не нация. Там в Дагестане сейчас вот где-то около 40 народов. Так? И вот там столкновение, в том числе там и чеченцы проживают. Так? И вот это столкновение как раз-таки на руку Кремлю для того, чтобы поднять какую-то там бучу. Пока что на территории Чечни там, как мы знаем, там очень жесткий режим, который не позволяет, как говорится, ситуации, значит, сегодня подняться. Там находится российская группировка, около 100 тысяч, мы знаем, в горных районах, и там
туда посылают со всех, так сказать, России собирают, там проходят они учебку, учатся, и потом оттуда посылают, и там они воюют против Украины тоже. Так что здесь идет вот такое вот стравливание этих людей, и тогда вот Россия будет, значит, потом выступать как бы посредником, чтобы решить этот вопрос. А выступая посредником, они придут туда, чтобы убить обе стороны. И потом заселить там русскоязычных людей, которые не будут эти вопросы поднимать. И не будут требовать, скажем, то, что требуют вот эти вот мусульмане, и дагестанцы, и северокавказцы, в основном они все мусульмане, и против них вот эта вот работа на на религиозной основе разводится вот эта вот вся пропаганда для того, чтобы, конечно, оттуда их всех потом выселить или ассимилировать. Вот в этом задача. А если удастся, они всех могут потом обвинить оставшихся и выслать, как знаем мы, они хотят и чеченцев выслать туда, на Дальний Восток. Я об этом повторяю каждый раз и говорю, потому что эти документы я видел лично сам, в которых было записано все о том, что все население Чечни, которое там останется, оно должно быть выведено туда, в глубинку России. А туда завезено должно быть какие-то другие люди, завезены. То есть там они не называют их, на самом деле это имеется в виду, мы знаем, русскоязычное население будут завозиться, и там вот эти все постройки, все, что делается, это все для них, собственно. Они говорят это даже, не потайно даже об этом слухи идут. В общем, вот такая ситуация на данный момент. А уж дальше там посмотрим, что будет. Зачем России это нужно, если в Украине они еще не победили, ситуация еще не решена, и накалять обстановку внутри страны, в Дагестане, разве это им целесообразно, или они готовятся все-таки к прекращению огня? Ну, видишь, от того, что они воюют против Украины, это не значит, что они думают, что все население Северного Кавказа с ними согласны. Население Северного Кавказа, разные народы не согласны с политикой, которую проводит, Да, скажем, Кремль против Украины. Они знают, что они сами оккупированы, не знают, в каких тяжелых условиях находятся. Они желают в душе, они все желают, в принципе, они желают победы Украине, но если они прямо не могут это сказать, мы же знаем, там даже если по интернету что-то сказал, тебя могут посадить, оштрафовать, конечно. засудить, мы это знаем. То есть, исходя из этого, они хотят там стравить все равно людей по ходу. Они вот здесь вот эту причину, вот поэтому они это делают. Другой причины здесь не видно никакой. Для репрессий, да, Да. получается? Для закручивания гаек, репрессий и так Да, да, далее. Убивать и дагестанцев, чеченцев, всех, кого да. получится. И чтобы они еще лучше, если они друг друга начнут убивать. Вот в Ну чем дело. да, наверное, для И вот и этого. сталкивают всех. А там вот лидеры, которые сидят во власти, они Мгм. выполняют команду с центра. Они сами, Конечно, они ничего не делают сами. конечно. Сами они делают, они пытаются там своровать, что может, побольше себе в карман. А Да-да. так всю команду они выполняют, которую центр задают. Мы это Мгм. должны понимать. Вот в этом причина. Поэтому, исходя из этого, мы должны понимать, как мы должны действовать. Я имею в виду все народы Кавказа и не только Кавказа, всей России. А остальные, значит, и сами даже русские должны понимать, что происходит. Все дело во власти, которая сегодня установилась в этой империи. Это новый осколок империи, это новая империя. Значит, ей придали возможность, чтобы она была и международным, скажем, на международном уровне, член Совета Безопасности, все такое. То есть вот такая ситуация. Я еще раз запомню, я был в Америке, там встречался Мгм. с там, ведущими политиками, помню. Они утверждали, что Россия станет скоро демократической. Я еще говорил, не станет, нет, станет.
И тогда мы и вам поможем, все надо, чтобы Россия стала демократической. Вот она и стала сегодня демократической. Мы видим, сегодня эта Россия угрожает и самой Америке, Всему угрожает, миру. да. А тогда они там говорили, не, она станет демократической. Вот такие дела. Мгм. Тогда вот возвращаясь к тому, что нас на Кавказе очень много, и реально очень много людей уже погибло, и из Дагестана очень много погибло вот в этой войне против Украины. В надежде, что война быстро и легко закончится. Некоторые, видимо, рассчитывали, но затянулось все. И за это все время мы не видим реальных, кавказских, политических каких-нибудь, сил, активистов, которые бы, говорили бы о свободе, о независимости, о демократическом пути развития и так далее. Мы слышим какие-то религиозные вещи, мы как будто бы антиколониализм, но при этом почему-то постоянно это какая-то религиозная составляющая этого государства, исламское государство какое-то должно быть построено. В этом смысле выглядит это все как симулякры. Не те, кто, хотя люди образованные, так смотришь, вроде бы умно говорят, вроде образованные, но при этом понимаешь, что они не собираются выходить, сами бороться за что-то, а быть просто такими светом, который к себе притягивает там бабочек, мотыльков, там, комаров и так далее. А, с кем общаться, как их выявлять, где находить людей, которые на самом деле бы хотели бы свободы и независимости для своих народов? И есть ли вообще такие силы, кроме наших, чеченских, другие? Такие силы есть, они должны пробудиться и понять ситуацию. Они пока не понимают, многие не понимают, что происходит. Дело в том, что многие не понимают вообще, что происходит, почему это война, о чем идет спор, почему, значит, вот эти вот все нападки на Украину, на другие республики, неужели нельзя жить мирно, не понимают. Все говорят, что там угроза, мол, Китая, который захватит Дальний Восток, мол, другое, что там это Россия вот развалит. Потом говорят, что Северный Кавказ это такое исламское, мол, крыло, которое очень опасно для сохранения России. Что только не говорят. А, допустим, кавказцы это не понимают. Я имею в виду вот простых людей. Они Мгм. об этом не задумываются, они не знают об этом. Они надеются, что эти вопросы как-то решатся или само собой, или их решат те, которые сидят у власти. А те, которые сидят у власти, не думают об этом, они думают, как бы самим остаться во главе этой власти и о том, как бы, значит, побольше обогатиться и передать вот это все своему, скажем, близкому окружению или детям своим в том числе. Вот о чем идет речь. А говорить о том, что вот там будут демократические страны или они будут преследовать эту линию, они об этом не понимают, потому что, в принципе, кто понимает, допустим, на Северном Кавказе, что такое демократия? Все ее изображают, как им в голову взбредет. Демократия – это когда власть избирает народ. Да. Избирать именно, что власть представляет народ. Народ выходит и голосует. Демократия, когда это при избрании власти, значит, чтобы было свободное, чтобы равные условия были для избрания власти, для всех тех, кто претендует на власть. Чтобы они показали, кто они, что они. Поэтому вот какие-то создаются движения, партии или отдельно там выдвигаются. В конечном итоге, когда они приходят к власти, если приходит там плохой человек, то они начинают на него недовольство проявлять, потому что он не может решить эти вопросы, которые на что надеется народ. А в России разве так? В Китае разве так? В Индии там или
Иране или в других этих, диктаторских Тоталитарных. режимах. Да. Разве так? Нет, не так. Потому что там во главе сидят, в принципе, там эти диктаторы сидят во главе. Они задают тон во всем, они принимают законы, они судят, они вот это все заправляют, они занимаются внешней политикой, внутренней политикой. И вот, вот такая ситуация. В целом было бы, конечно, хорошо, если бы, скажем, в каком-то диктаторском режиме к власти пришел бы какой-нибудь очень хороший человек. Но он в конечном итоге не сможет быть хорошим человеком, потому что система его съест. Если система сама власти не даст, он не сможет изменить эту систему один сам. Мгм. Это видно по всем тем лидерам, которые были в разных странах, так и было. Сейчас даже на Западе, когда мы видим вот такая ситуация тяжелая, да, и здесь эти выборы, и все происходит. И притом эти выборы мы видим, что один, значит, лидер очень такой скользкий, другой хуже его. Власти хотят даже некоторые фашисты прийти. Вот было, да, даже могут быть, вот Гитлер был фашист, они его избрали, тогда он стал лидером. Что он натворил? Вот такие вот вещи. Поэтому здесь это, конечно, тонкое дело, но в то же время самое главное, что если это демократия, демократия это значит избрание этой власти народом. И если народ не может избрать действительно того, кого он желает, и его обманывают, то народ вправе вообще-то свергать эту власть. Вправе. Ну, логически вправе, если пришел к власти другой человек. Но обманщики обманывают там все, что делают, как угодно, значит, вот эту ситуацию как-то могут загасить, и они дальше продолжают, думают, в следующий раз мы не изберем такого. А в следующий раз тоже может такое получиться. Вот мы видим это все в этом мире. Мы видим, что все больше и больше вот эта ситуация, она такая скользкая, с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что в демократических странах есть развитие и экономическое, и техническое, и научное. В любом случае, как бы то ни было, демократические страны дают свободу для того, чтобы, значит, развитие получило общество. Посмотрите, за все эти годы именно демократические страны, Запад и Америка, Канада, ну, Япония, скажем, они приняли самый научно-технический там прогресс у них был, они, значит, придумали те или иные, значит, скажем, виды транспорта, науки, техники, развиваются, они в авангарде. Почему? Потому что там дается свобода в этом направлении. А в диктаторских режимах дают задание, вот сделай это, сделай это, сделай это, сделай это. И он не свободен. Даже такой вот был Сахаров, помните? Такой был очень это, как они его заклевали в конечном итоге. Он когда атомную водородную бомбу изобрел, там и делал это все, потом он выступил против. Они его заклевали, они его Да. засадили в тюрьму, гоняли, засылали на него разных там этих террористов, пугали его, а он не сдавался. Вот если бы он находился бы в какой-то демократической государстве, у него этих проблем не было. То есть сама система власти не предполагает к тому, чтобы в этой стране было развитие научно-техническое, социальное, культурное, моральное, нравственное. Не предполагает. А предполагает, что все должно быть под властью этого диктатского режима. Вот о чем идет речь. Ислам. Мгм. Спасибо. Друзья, я вам напоминаю, вы можете задавать вопросы, либо непосредственно принять участие в сегодняшнем нашем стриме на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Либо вы даже можете в ТикТок поднять руку, как тут это делается, и я вас приму, вы можете задать. Либо пишите вопросы, задавайте вопросы, мы зададим
Вопросы. Чеберло, я не вижу твой вопрос. Ты написал, что ты какой-то вопрос задал, но я не вижу твой вопрос. Может быть, ты какое-нибудь слово использовал, которое TikTok посчитала, и ну, сам видишь вопрос? Я не вижу. Поэтому, если можно, или напиши его заново, а, либо напиши его заново, потому что я не вижу вопроса. У тебя не вижу вопроса. Стрим у нас идет в ТикТок и в YouTube, друзья, и на телеграм-канале Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Аят, скажите, пожалуйста, я уже неоднократно говорил, и я вижу, как вы всегда защищаете Зеленского, и даже когда я его критикую, и кто бы его не критиковал, у меня такое впечатление, что вы ему искренне сочувствуете, что он оказался в это тяжелое время, приблизительно, и вы были в такой же ситуации, как сейчас находится Зеленский. Только, я думаю, похуже была у вас ситуация, чем у Зеленского, но все же вы никогда не даете его обижать и критиковать. Скажите, пожалуйста, почему легитимная власть Чеченской Республики Ичкерия, на ваш взгляд, Украиной игнорируется, хотя она признала нашу территорию оккупированной, что геноцид над нами совершен, и контакты у вас есть, я знаю, но почему вас не приглашают, там какие-то непонятные люди там ошиваются в Украине? С чем это может быть связано? Почему так? Ну, все, видимо, причина в том, что сегодня идет война в Украине. Война. Все эти вопросы отлагают на второй план. Вот даже есть вопрос от крымско-татарского населения, крымско-татарств, да, даже их вопрос тоже Украина, власть пока не рассматривает. Хотя какие-то там предварительные решения есть, но окончательно это будет, мол, потом. Сегодня идет война. Если эту войну, скажем, Украина не выиграет, то и нам, и другим остальным, и всем остальным не о чем будет говорить, потому что эта война будет расширяться больше и больше. Сейчас надо усилить все свои знания, поддержку, усилить действующей власти, которая должна, значит, победить в этой войне против империи. Я поэтому считаю, конечно, если бы они приняли бы решение о том, чтобы мы могли бы, значит, встретиться, увидеться, признание и какую-то совместную работу делать, скажем, это было бы, может быть, и лучше. Но если они считают, что это пока не надо, то это хорошо. Мы должны понять, что именно Украина, только Украина из всех остальных государств мира, так, но я исключаю отсюда Грузию, которая нас признала еще в 1992 году. Теперь после этого Украина, она только признала, что наше государство незаконно оккупировано и совершен геноцид против нас. Геноцид. Да. И это очень важный момент. Если мы это не можем оценить, тогда кто мы такие? Вот почему я так себя к этому отношусь. А там дальше посмотрим, мы не должны как-то вот здесь, если трудно этой власти, трудно украинскому народу, сейчас, как говорится, путаться под ногами мы не должны. Но другое дело, если бы этому движению мы могли бы как-то вот помочь. Наши люди там воюют, наши чеченцы там есть, добровольцы, они там находятся, и их работа, она, дай бог, как говорится, чтобы она принесла пользу. Вот в этом и причина вся, Аслан. Спасибо. Ну, вы им, Зеленскому, его команде сочувствуете? Да, я сочувствую, потому что я хочу, чтобы они победили, потому Да, что я хочу, дай чтобы бог. проиграл Путин, потому что Зеленский не приходил на нашу страну убивать наших людей, наоборот, он признал я имею в виду власти, вот сделал то, что я говорю. И теперь дальше мы должны в этом направлении работать. Это я имею в виду. Спасибо. Тут я Чеберлу отвечу. Чеберлу, смотри, ты написал комментарий. Вопроса нет. Комментарий я вижу.
разрушили мечеть, чтобы нас травить между собой и так далее. Это не вопрос. Это я вижу, но вопроса я не вижу, который ты задал. Ты здесь прокомментировал почему-то, когда мы обсуждали мечеть. Поэтому, если что, задавай вопрос, и я его зачитаю Аяду. Так, Иса Ахмада, Иса Машуоль. У меня не получилось войти в стрим только когда сам сбросил сообщение, и я смог услышать вас. Ясно. Иса, заходите. Нету, до этого нету, Чеберло. До этого вопроса не вижу я. Свободы хожонсо. Просто мне каждый раз, знаешь, что делать? Вот вижу, ассалам алейкум, ты говоришь, и все. Каждый раз, когда хотят отвлечь от стрима, говорят, я задал вопрос, иди поищи его наверх. Я иду искать вопрос и трачу время, отвлекаюсь, и таким вот образом сбивается. Поэтому я обычно на эти вещи не реагирую. Если просто не увидел, я повторите, и я обязательно его зачитаю. Наоборот, я прошу вас задавать вопросы, поэтому мне нет смысла не читать ваши вопросы. Валейк салам. Всех, друзья, приветствую. Глеб, приветствую. Конечно, задавайте вопросы. Дорогой, шалом. Конечно, не против. Каждый раз ты это говоришь, и мы ждем от тебя вопросов. Дорогой брат. Так, вы... Ладно, Бабанетка, это ваше мнение. Давайте не будем сейчас на эту тему распространяться. На моем стриме мы можем немножко по Ермаку проехаться, но не по Зеленскому. А тут давайте сейчас я свою позицию обозначил. Вот вопрос от Эда. Фашистская Российская Федерация в госучреждениях, в Госдуме, и до МВД, КГБ, Минобороны, МЧС, олигархи. Около 38% это этнические украинцы. Многие из них родились и жили в Украине. Вопрос. Эти влиятельные люди своими связями не вмешиваются в Украину на благо фашистской Российской Федерации? Гарри пытается вывести этих агентов в Украине на чистую воду. Как вы считаете, 38%, если это реально такая цифра, это колоссальная цифра, 38, почти 40%, половина, около половины. Мы же знаем по Чеченской Республике Ичкерия, что среди нас оказалось много агентов влияния кремлевских, так? Да. И мы знали, что они сыграли очень важную роль для Кремля в смысле во вред чеченской государственности, в пользу того, чтобы, значит, она оккупировала нашу страну. Мы знали, что эти люди делали все, чтобы Кремль там, значит, все, что делает, оправдать ее. Вот. И сегодня на Западе эти люди, я имею в виду не конкретно, а вот эта группа людей, и чеченцев, тоже ведет эту пророссийскую политику. И она очень вредна. Из-за того, что они ведут эту политику, мы пока вот сейчас не можем в полной мере объединить наши усилия для того, чтобы действовать в пользу нашего народа, нашего государства. В полной мере мы не можем. Но мы раскрываем все вот эти недостатки, вот эти преступные шаги, документы выкладываем, говорим обо всем, что происходило, чтобы было ясно остальному миру и чтобы было ясно, скажем, будущим нашим детям, потом, как это было. Это важная работа. С другой стороны, в Украине тоже может быть такое, и я даже уверен, что оно так, хотя я не знаю, кто и как, здесь обвиняет и ближнее окружение, скажем, самого Зеленского, многих там депутатов обвиняет, многих там, значит, членов кабинета министров. Это есть, да. Мы это слышим, как и все остальные. Но мы не знаем с вами, например, четко и ясно, что это так. Это прояснится потом, потому что этому делу должно быть, дело должно подвергнуть следствию, эти люди должны быть потом, как бы, значит, осуждены, если это удастся. А те, которые в Украине, против Украины борются, находятся в России, да, в России очень много украинцев, мы это знаем.
да, их много даже в самой власти российской, так? Да. Они же оттуда, они же не поменяют суть, они свою политику понимают, они сидят на теплых местах, если оттуда их выкинут, их могут, что с ними сделают? Их или посадят, или их детей, или их там, значит, где-нибудь там выкинут где-нибудь в сторону, ну что угодно. Они, если они с этой ступеньки соскочат, для них это уже смертельно опасно. Так? И они эту работу проводят. Им не нужна Украина этим людям, которые там находятся в России. Им нужна Великая Россия, где они сидят во власти. Им разницы нет. То есть они не украинцы уже. Они украинцы по происхождению, но они уже по самому факту не украинцы. Это предатели украинского народа, можно считать так. Так мы считаем и тех людей, которые вот так вот себя ведут в отношении чеченского народа, из тех, которые вышли из чеченского народа, которые себя позиционируют здесь на Западе, как будто они власти, изображают, а их как раз-то поддерживает, кто их поддерживает? Кремль их поддерживает. Вот такая ситуация, она может быть, это, дорогой наш друг, что здесь мы здесь можно только одно сказать, что да, это очень даже возможно, и те, кто борется против них, в том числе и Табах, они делают очень Да. важную работу, и она на пользу и украинцам, и другим народам, скажем, на постсоветском пространстве, которые образовались. Эта ситуация ясна и очевидна. То есть мы видим это по разным, значит, признакам, мы видим это по разным принимаемым документам, заявлениям. Все это видно. Поэтому что делать? Такова жизнь сейчас. И мы, как говорится, жизнь что такое? Жизнь – это терпение, терпение, терпение – это борьба. Поэтому мы сейчас вот идем вот в этом направлении, движемся. Мгм. Слава. Продолжение к своему вот этому вопросу. Эд спрашивает, как вы думаете, почему в Украине очень слабо идет эта борьба с ними? Дело в коррупции? Скорее всего, коррупция, слаба ли она или сильно, это зависит от того, какова власть, сильна она или нет. То есть сама структура власти, Мгм. она сможет, она сегодня, эта вся власть свои усилия направила против агрессии. В то же время, как для внутреннего пользования, для внутренней сохранения власти. Посмотрите, миллионы украинцев выехали за пределы Украины, ну и все остальное, и остальное. Идет вот эта пропаганда, идет вот эта русская, вот эта вот российская, значит, агитация. И сейчас сказать, что она слабо или сильно идет, трудно. Наверное, все же на это будет обращено внимание. Если не будет обращено внимание, это важнейший, так сказать, участок борьбы, который должен быть как бы, значит, выигран. Вот что я тоже думаю об этом. Слава. Мгм. Вчера, общаясь с Гарри Табахом, которым сейчас вы упомянули, обсуждая ситуацию, он мне сказал, что война идет, знаете, что не столько уже она идет между Россией и Украиной, сколько уже мир поделился на две части, левые и там республиканцы или традиционалисты. Вы согласны вот с такой постановкой вопроса, с американской точки зрения, чисто вот его видение, как, так как Америка и левые влияют на полчасти мира, и республиканцы влияют, как вы считаете? Я согласен с этим, потому что вот это разделение идет по всему миру, в каждой стране, в каждой стране Мгм. тоже. В каждой стране, вот я говорил, вот в Европе, даже фашистующие партии хотят прийти к власти, представь себе, так? Мгм. Ну, в той же Европе есть такие моменты, так? Мгм. И, на уровне государств тоже есть такое, да.
Мир вот так вот разделился. Он всегда, кстати, был так разделен. И потому что одни были за добро и правду, а другие были за то, чтобы ложно обмануть и, используя эту ложь, прийти к власти и властвовать. Это всегда было так. Мгм. И в этом смысле Юрий Табов прав, конечно. Он прав. Я согласен с ним. И знаете, что плохо вот в этом раскладе, то, что КГБшники, те, которые изображают из себя друзьями Запада, они спокойно могут перейти в этот лагерь и остаться безнаказанными. Разве не так? Но это зависит от того, как сложится ситуация. Не всегда же многие преступники, они уходили из жизни, жили еще долго, тайно, потом умирали, потом только узнавали, что это были они. Да, это так. Но от этого не становится же, что ситуация, которую они как говорится, раскручивали, что она была права, что они были правы. Им Мгм. пришлось потом прятаться, им пришлось где-то там, где-то все время в напряжении находиться, правильно? А Да. если это они были правы, и вся победа была бы за ними, тогда бы, может быть, и не надо было им прятаться, они не думали бы. А как они думали после того, когда они все это сделали, потом рассуждали, как они. Может, в конце концов они пришли к тому, что раскаялись, что в том, что мы сделали, но их раскаяние не означает, что их наказание с них снимут тоже. Они это понимали, я думаю. Ну, Мгм. конечно, не все, я так понимаю, не все. Мгм. Как есть перебежчики на самом деле, а есть как и агентура, которая Да, внедряется. Вы это имеете в виду? Мгм. Ну да, скорее всего, так и есть. Аят говорит, мы все видим, что в Украине 80% СМИ помогают фашистской Российской Федерации сохраниться. Все делают, чтобы американское общество отвернулось от Украины. И я не знаю насчет 80%, Аят, но я согласен с Эдом на все 100%. ну тогда 80 и 100 поделим пополам. 90%, так? А, ну, такое впечатление происходит, потому что есть люди, которые так себя ведут. Есть это, да. Сама там пропаганда, сама, значит, информация, сама вот эта ситуация, а здесь она не наблюдается. И так вот, их послушаешь, любой там канал украинский, это, конечно, в защиту украинского народа. Но если там глубоко взглянуть в эту ситуацию, а почему так не сделано, почему здесь затормозили, а почему это, эти вопросы, они возникают, но я исхожу из того, что если ты не знаешь вот эту глубину, мелочи, скажем, или вот эту суть этого вопроса, то как они поступили, здесь мы можем рассуждать только вот теоретически. Почему они так себя ведут? Это потом когда-нибудь откроется, почему так себя ведут и почему информационная вот эта пропаганда, которая есть в самой Украине, да, Мгм. она как бы, мол, во вред. Я имею в виду, что здесь идет вот, большая пропаганда против Трампа. Трампа ругают, Да. Трампа оскорбляют его, там, что только о нем не говорят, и все такое. Мы тоже свое мнение говорим, но оскорбительные вещи говорить и все это на этом геройствовать, сидя где-нибудь, скажем, спрятавшись, э, это даже это некрасиво. Видите. Или там оскорбление, там мат поносит, это поносит. И против кого? Против того, от кого ждут, скажем, Помощь. помощи. Да-да. Это значит, эти люди, которые это говорят, они рядятся в шкуры, скажем, украинского народа и в то же время во вред ему вот эти вещи вот делают. Это нельзя делать, я согласен с этим. И мы это не должны делать. Вот я говорю об этом чеченцы. Мы должны воздерживаться от этих. У нас это вообще не принято. Такие вот острые слова говорить в адрес людей,
потому что за них ты должен отвечать. Если ты не отвечаешь, значит, ты понятно, кто ты такой. А вот на международном уровне вот эти вещи произносить, говорить и потом надеяться на что как-то вот это вот, ведь будь он, скажем, на любой должности, он же человек, он же слышит, что о нем говорят. И притом даже то, что не говорят о нем, и как будто это говорят вот эти вот твои друзья, им преподносят. Да, И это начинает вот как-то это влияет, скажем, на все отношения. Это тоже верно. Но в то же время эти руководители не должны, как говорится, опускаться до этого уровня. Но это не всегда получается. Вот что хочу сказать. да, это тоже верно. Это так. А, Ясно. Друзья, задавайте вопросы. Мы уже почти 1,5 часа в эфире. Еще пару вопросов мы сможем задать Аяду, чтобы завершить наш стрим на интересной какой-нибудь позитивной ноте. Задавайте, друзья, что-нибудь интересное, хочу от вас услышать. Юзер Машуэль. Так. Нет вопросов. Нет вопросов. Пока не вижу. Тогда завершим. Да. Давайте, если больше вопросов нет, и если вам есть что сказать, можете сказать, и можно закругляться, в принципе. Ну, я хочу сказать в заключение, что мы все должны думать о том, что, значит, свобода, равенство и, скажем, дружба, она должна быть в отношении людей, в отношении стран, так? И то, что сейчас вот происходит в отношении между Россией и Украиной, и то, что, скажем, президент Трамп пытается этот вопрос как-то разрулить и решить его, что бы мы там ни говорили, как бы разные там политики не выступали, не говорили, мы же люди простые тоже можем рассуждать и понять, что это такое. Мгм. Значит, если вопрос значит, решится таким образом, что могут принудить Путина к тому, чтобы он значит, согласился с тем, что говорит Трамп, то это будет очень хороший шаг для того, чтобы в будущем принудить и Путина, и заставить его от этих позиций освободить эти территории. Это будет хороший шаг и пример для других диктаторских режимов, которые претендуют не на свои территории в будущем. Это было бы хорошо, если это удалось. Но я свое мнение сказал по этому поводу, потому что я не верю Путину, потому что он в этом отношении не вызывает никакого доверия, только одно такое вот омерзительное отношение к тому, что он делает все эти годы, как он пришел к власти. Ну, как говорится, свобода нам нужна, и скажем слава Украине и героям слава. Героям слава. Ну, простите, если у вас есть еще время, я хоть и закрыл, тут вопросы посыпались, я бы задал бы вопросы. Вот на чеченском я его сразу переведу, Артур, с твоего позволения, алейк салам, потому что у нас стрим сегодня на русском языке. Как вы думаете, мы сможем деоккупировать нашу страну, освободить нашу страну, или же мы здесь, за пределами нашей страны, вдалеке от дома, растворимся? Мы здесь находимся, каждый, кто находится здесь, в соответствии нашей Конституции и нашего закона, Мгм. каждый чеченец, который родился за пределами, он является гражданином нашего государства. Мгм. Мы находимся в любой точке Земли, мы должны думать о том, как мы должны этот вопрос решить. Поэтому мы должны советоваться, должны опираться на какую-то линию. И наша задача освободить территорию нашего государства и восстановить легитимную власть, которую создал наш народ. Наш народ
провел свой общенациональный съезд, это референдум традиционно нашего народа, и там заложил основу, что мы создаем свое суверенное и независимое демократическое правовое государство, которое будет жить в дружбе и согласии с остальными государствами народа мира. Поэтому раствориться может какой-то там, скажем, процент этих людей по разным причинам. Но в целом чеченцы, они должны знать, что их задача, чтобы восстановить наше государство. И для этого мы должны работать. Их задача, чтобы не поддаваться российской пропаганде или античеченской пропаганде. И я уверен, что мы сможем вернуться на нашу землю, и Да. для этого нам обязательно нужно объединить наши усилия, опровергнуть эту лживую пропаганду, которую против нас ведет Кремль по всему миру. Представь себе, самое главное, что во вред пришло нам, это то, что весь мир Кремль со своей пропагандой против нас называл нас исламским фундаменталистами, террористами, бандитами, что мы не создавали никогда свое государство, что мы не народ, что мы, значит, племена, что мы еще находимся во времена трамболизма, что мы являемся, значит, незаконнопослушными. Все, что это есть, все, что они говорили, это пропаганда сыграла главную роль. Мы должны показать, что это не так, что этого не было, что все законы, которые мы принимали, все решения, и все это было законно, и чеченский народ никогда не совершал преступлений, ни на какие территории не нападал. Конечно, среди чеченского народа, как и среди других людей, есть преступные элементы, но они гораздо меньше, чем в других местах, я смею вас заверить, гораздо меньше, чем в других народов, потому что по нашей традиции такое не должно быть, и это воспринимается очень отрицательно в каждой семье и каждом человеке. Поэтому мы вернемся обязательно в свое государство, освободим его, восстановим наше государство и будем жить и развиваться в этом мире, как и другие народы. И мы являемся народом, очень древним народом. Очень древний наш народ, вы знаете, наверное, все. И если это так, мы не можем исчезнуть. То, что желает сегодня Кремль сделать с нами, чтобы мы исчезли с этого мира, чтобы больше о нас не говорили, а говорили как о каком-то народе. Это нельзя позволить. И в этом нам должен помочь и остальной мир, понимая это. А мы должны способствовать остальному миру, чтобы они нам помогали и раскрыть вот эту всю ложь, которую против нас распространяет Кремль. И тогда это будет уже главнейший шаг по восстановлению нашей легитимной власти и освобождению. Вот таким путем мы должны идти. Это главный путь. Сегодня мы видим, что происходит в мире, как бьются, вот скажем, сегодня Украина, как бьется против этого Кремля, и как весь остальной мир практически не может до сих пор ничего сделать. А что мы могли бы, вот ради нас атака поднялся бы, разве могли бы мы вот увидеть вот такую солидарность в отношении нас? Мы этого не видели. Почему? Потому что вот так вот нас оболгали, и даже против того, чтобы за то, чтобы нас уничтожили, малая кровь, что была, помогали, наоборот, в мире этой империи. Но сегодня, слава богу, это как-то, значит, стало ясно, но в то же время мы должны понимать, что мы должны разным очевидцам, разным, значит, самозванцам, как говорил наш президент, разным крохоборам позволить это все взять в свои руки и выступать от нашего народа. Это нельзя позволять. Везде, где бы вы ни находились, в любой стране мира, вы должны это понимать. Те, кто себя чувствует чеченцами, те, кто чувствует себя гражданами нашего государства, независимо от национальности. Ясно, спасибо. И, Аят, последний вопрос, двойной вопрос от Эда. Аят, как вы думаете, второй фронт будет открыт и фашистская Российская Федерация капитулирует в этом году? Ну, второй фронт, где он может быть открыт? Вот второй фронт, это была Сирия,
она завершилась, так, ситуация. Второй фронт, возможно, там вот связан на Ближнем Востоке, вот этот вопрос, так? Насколько это реально сейчас, это покажет время. Но я думаю, что этого второго фронта не будет, потому что второй фронт это в пользу Кремля. Вот в чем дело. Это для Кремля, чтобы ослабить, скажем, сопротивление против Кремля. Поэтому второй фронт открыть с нашей стороны, со стороны Запада, со стороны всех народов остального, скажем, постсоветского пространства, мы не должны позволять это делать. Мы должны понимать, на чью мельницу льется вода в том случае. Кому это Ну, полезно. здесь нужно уточнение от тебя, Эд. Уточни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. Я понял, Аят, что вот именно та сила, которая готовится сейчас в Европе, европейские, вот немецкие, французские, английские войска, польские, которые могли бы помочь Украине, то есть против фашистской России, второй фронт. И тогда Россия капитулирует. Он это имеет в виду. Я так Здесь думаю. вопрос, если такой, мы же видим, что, скажем так, что Россия использует все народы, скажем, Дальнего Востока, ну, я уж не говорю, которые в составе России, там народы, да, Мгм. используют для войны против Украины. Да. Они к этому привлекают и корейцев, так, открыто. То есть они этот барьер прошли сами. Так что Мгм. если откроется фронт на территории Украины против России, чтобы их изгнать, это уже не нарушение, если смотреть на то, что делает сама Россия. Она засылает этих людей, и на территории Украины эти люди, скажем, второго фронта, как который говорится, да, если они пойдут на территорию Украины и будут воевать на территории Украины до границы, не переходя границу России, это равносильно тому, что делает сегодня Россия против Украины. Я так думаю. Мгм. Хорошо, спасибо. Спасибо, Аят. Тогда я предлагаю закончить сегодняшний наш стрим, если больше нет вопросов. Ну, тогда вот закончим. Спасибо вам, Аят, спасибо большое. Спасибо всем, кто писал комментарии, принимал участие. Это очень важно, друзья. Нас блокируют, нас везде запрещают, нас объявляют врагами и террористами, экстремистами и разными там другими истами. Поэтому помогайте, друзья. Всего самого хорошего. Адиквель Машваль. До свидания. До свидания. Адиквель. Спасибо всем. До свидания.